Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 15 мая. Это у нас понедельник. Смотрим мы с вами все знаки зодиака от Овнов до Рыбок. По 6 знаков будут в двух частях. Это первая часть, знаки от Овнов до Дев. Смотрю на колоде цыганский пасьянс. Овны. 15 мая, понедельник. События дня. Смотрим. Солнышко первое, что я у вас увидела. Солнышко — это радость. Хорошее настроение еще может быть. Колокольчик. Пустые разговоры. Болтовня. Змея. Ну, здесь может быть, например, разговор со змеей. Змея может быть медработник, может быть человек по году рождения змея, может быть еще человек, у которого длинный такой острый язык. Поэтому тут вот надо быть внимательными. Любовь. Друга нельзя. Обман. Видите, в разговорах будет обман. То есть вас могут обмануть. Змея. Она может что-то придумать. Корона. Общение с влиятельным человеком. Новость нельзя. Домик. События в доме. Праздник какой-то может быть. И подарочек еще. Событие, подарок. Значит, смотрите, что получается в этот день. В этот день у вас точно будет хорошее настроение, вы будете довольны. Все хорошо будет в личной жизни. Будут пустые разговоры, болтовня. Общение со змеей, обман. Общение с влиятельным человеком, событие и подарок. Ну, вот два предупреждения для вас. Да? То есть в разговорах вас могут обмануть. И тут змея непонятно как проиграется. Тоже вот надо держаться подальше от этих змей. Благодарю за внимание, Овны. И перехожу я дальше к тельцам. Так, тельцы, смотрим. 15 мая. Мая. Тельцы. События дня. Понедельник. Конфликт первое, что я увидела. Чемодан нельзя. Любовь. Приглашение. Прибыль. Интимная связь. Мешок с деньгами. Но здесь, скорее всего, расходы. Да? То есть прибыль и траты могут быть. Либо, конечно, кому-то повезет и будет два источника дохода. И солнышко. Очень будете довольны. Наверное, два источника дохода у вас будет. Поэтому вы тут такие счастливые.
Так, смотрите, еще мог быть якорь, да, то есть когда я эту карту брала, можно было еще якорь сделать. Если вы увидели первый якорь, тогда у вас проявится как остановка, да, то есть вечером, ну, дома, скорее всего, наверное, бросите якорь. Горизонтали, вертикали нет. Значит, смотрите, у вас все хорошо будет в личной жизни, любовь и кровать, да, интимная связь, все хорошо с финансами, прибыль, деньги, доход или траты. Дальше приглашение, хорошее настроение. Единственный минус — это конфликт. Острый причем конфликт. 2 меча показывает. Поэтому вот, если избежите этого конфликта, то, в принципе, день будет очень позитивным для вас. Благодарю за внимание и перехожу к близнецам. Смотрим, близнецы. 15 мая, понедельник, события дня. Весы, выбор. Общение с другом, подружкой. Застолье. Выбор связан, может быть, с застольем. Будильник показывает, что у вас встреча с друзьями будет, скорее всего, на определенное время вы договоритесь встретиться. И будильник как бы вам намекает на то, что вы можете опаздывать. Деловая встреча тоже еще может быть. Деловая, рабочая. Нерешенный вопрос. Змея. Общение со змеей. Приглашение. Возможно, вот встреча будет со змеей. То есть имеется в виду, человек либо по году рождения будет змея, либо может вести себя, знаете, нападать на вас, да, то есть жалить, говорить что-то неприятное, язвить, колоть. Поэтому тут вот будьте к этому готовы. Чашечка. Чашечку можно, гости. Да, смотрите, получается, видите, как я вам и сказала, выбор, он будет стоять, да, связан с вопросом, вернее, будет гости из застолья. Не знаю, идти, не идти, или, допустим, что надеть, или что с собой взять. Скорее всего, как-то так, наверное, проиграется. Угу, здесь нету. Значит, у вас получается сложный выбор. Гости, застолье, общение с друзьями на определенное время у вас будет. То ли это застолье, да, то ли гости, то ли общение, не знаю, то ли это встреча. Тут у вас день, скорее всего, должен быть, по идее, как-то распланирован. А будильник показывает, что, ну, может что-то идти не по плану. Дальше деловая встреча, приглашение, общение с вредным человеком и нерешенный вопрос. То есть похоже, что на вот этой встрече вопрос не решится, да, какой-то деловой, рабочий. И ножницы, видите, не выпали. То есть тут чуть-чуть, так сказать, уже осталось до решения этого вопроса, но не в понедельник. В понедельник, скорее всего, нет. Вот такая вот информация для вас, близнецы. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Смотрим, раки.
15 мая, понедельник, события дня. Смотрим, раки, что у вас? Дорога у вас может быть в понедельник. Колокольчик, пустые разговоры, болтовня. Представитель закона власти, общение с этим человеком. Может быть, с ним будут пустые разговоры. Допустим, вы хотели встретиться и решить какой-то вопрос, да, то есть, а колокольчик показывает, ну, это все закончится разговорами, да, то есть, и никаким результатом. Замок, открывается какая-то тайная информация, да, то есть то, что от вас было скрыто. Дом, события в доме. Череп нельзя. Да, смотрите, еще и бокал, да, то есть подтверждает вот это событие, будет застольем. Что-то будете отмечать в понедельник. Гости. И смотрите, дорога показывает, что, возможно, дорога будет в гости. Дорога, гости. То есть событие может быть, имеется в виду не у вас в доме, а в целом, да, у кого-то в семье, в родне может дом тоже показывать. Свидание нельзя. И здесь нет. Значит, смотрите, получается в этот день гости, дорога, пустые разговоры, болтовня, события, мероприятия, застолье. Узнаете какие-то секреты, может быть, да, на вот этом застолье кто-то что-то разболтает. И также еще показывает, будет общение с влиятельным человеком. Может быть, опять же, кто-то у вас в семье, да, кто-то из родственников такой имеет какое-то положение в обществе, не знаю, да, то есть человек влиятельный. Может быть, он просто тоже будет на этом событии. Так что у вас как-то все события крутятся вокруг праздника вот этого. Благодарю за внимание и перехожу я ко львам. Смотрим, львы. 15 мая. Мая, события дня, понедельник, львы. Удача. Деньги. Нерешенный вопрос. Флаг нельзя. Ага, и смотрите, ножницы. Нерешенный вопрос решается в этот день, возможно, благодаря удаче, либо благодаря финансам. Причем этот вопрос вы уже очень давно хотели решить, и, может быть, не получалось. Часто цепь показывает, да, цепочку событий. Печаль также может быть, что-то вас может расстроить очень сильно.
время показывает. Проблема будет со временем, может быть, это вас расстроит. Друг нельзя, встречу нельзя, свидание. Интимная связь. Свидание, интимная связь, продолжение истории. Успех. Змею нельзя. Еще исполнение желания. Ну, у вас прям супер день. И вопросы решаются, да, то есть и желания исполняются. Есть тут, конечно, и негативный моментик, но в целом, как бы, мне кажется, день очень даже такой должен быть хороший. Потому что, смотрите, удача, да, вот прям с утра уже у вас в кармане. Поэтому исполнится желание. Будут, ну, какое-то событие будет связано с деньгами. Не знаю, приходят деньги, что-то покупаете, с деньгами что-то будете делать. Решится вопрос, который долгое время не решался. У вас будет свидание, интимная связь. День, возможно, будет расписан, да, то есть по часам, когда нужно, не знаю, там и на свидание успеть, и вопрос решить. Плюс показывает, еще будет успех в этот день какой-то. Ну, возможно, это решение, да, вот этого вопроса успешно просто показывает. Единственный минус – это печаль. Я не знаю, с чем она у вас будет связана. Другие события не показывают, они все позитивные. Возможно, это вас не будет касаться. Часто так бывает, что это не касается нас лично, а просто какая-то либо новость, либо что-то там рассказали родственники, соседи. Да, мы расстроились, но через 10 минут, 15 уже забыли про это. Поэтому вот бывает так. Благодарю за внимание, львы. Перехожу я к девам. Так, девы. Смотрим. 15 мая. Пятнадцатое мая. События дня для дев. Покажите мне. Понедельник, девы. Нерешенный вопрос показывает. Может у вас быть какой-то лебедь, верность. Домик нельзя. Будильник. Проблема со временем. Змея. Общение. Встречу нельзя. Выбор. Конфликт. Горизонтали, вертикали не вижу. Получается, у вас в этот день много-много предупреждений, девы. Смотрите, первое, нерешенный вопрос, да, то есть говорит о том, что если вы что-то запланировали решить в понедельник, скорее всего, не получится. Именно в понедельник не получится. Дальше, может быть, общение со змеей, это человек, у которого, да, вот длинный злой язык. Может жалить, нападать, да, то есть как-то, вот, не знаю, вести себя не очень прилично.
Дальше все хорошо быть в личной жизни, вот это вот здесь плюс, да, то есть как бы верность, гармония, любовь. Дальше проблема может быть со временем в этот день. Опять же, может быть, проблема будет не у вас, да, то есть, например, а другой человек опаздывает, да, то есть не приходит вовремя. И, может быть, вы из этого будете злиться, да, то есть показывает конфликт, может быть, из-за того, что вот человек сильно опоздает, например. Поэтому точно будет какая-то проблема со временем, будет конфликт, и еще у вас будет сложный выбор. Весы всегда показывают два варианта, и мы не можем, да, вот долго решиться, какой же нам выбрать из этих вариантов. Так что, ну, вот такой день, видите, что есть, то я вам и рассказала. Понимаю, что не самые приятные события, ну, уж как есть. Благодарю за внимание, девы. Перехожу я к весам, знаки от весов и до рыбок. У меня будет во второй части видео. Ссылочку я оставила внизу под этим видео в описании. Нажимайте, переходите, увидимся во второй части.